Считается, настоящую итальянскую пиццу можно попробовать в Неаполе, настоящую пасту в Риме. А вот эти дивные места – Тоскана. Прежде всего Флоренция и Ареццо славятся отменной сытной похлебкой. Сытной, потому что с хлебом, но не так, как водится у нас. Отрезаешь, крепкие ломотья уминаешь, прихлебывая супчиком. Нет, хлеб является обязательным суповым ингредиентом. Не правда ли интересно? Здравствуйте, дорогие друзья! Если вы успели подумать о минестроне, вы ошиблись. Минестроне – это яркая, овощная, летняя сезонная сборка. Сегодня мы говорим о риболите – итальянском супе, уместном в холодное время года. Риболита, как зачастую все самое вкусное, уходит корнями в бедную крестьянскую кухню. Имеется версия, что некогда в Средневековье во время пиршеств и трапез в замках и поместьях кушанья подавались на плоских хлебных лепешках. Пресный тосканский хлеб. Кстати, знаменитое дантовское «как горек, хлеб чужбины» на деле означает вполне предметные вещи. Если в Тоскане соли в хлеб не добавляли, отвлекая это от вкуса пищи, то на севере Италии хлеб присаливали. Дословно у Данте так и значится, как солон чужой хлеб. Но это мы отвлеклись и вернемся к риболите. Итак, некогда в средние века сеньоры вкушали разнообразные яства, а эдакие хлебные тарелки, пропитанные их соками, естественно, возвращались на кухню, поступая в распоряжение прислуги. Остатки этого хлеба, вареных овощей и так далее и тому подобное с добавлением имеющихся под рукой свежих порослей с грядки вновь отваривались на утро, и получалась аппетитная густая именно похлебка, поскольку суп в нашем понимании все же блюдо более жидкой консистенции. Более того, и само слово «риболита» намекает на некую вторичность. Название происходит от «риболире» – «варить снова». Разогревать и есть, разогревать и есть. И говорят, чем дольше этот процесс, блюдо готовят и по сей день довольно большими кастрюлями, тем все интересней и интересней вкус. Правда, единого рецепта, как это обычно бывает с подобными сборными кушаньями, нет и быть не может, да и повторить один в один невероятно. Скажем, такие ингредиенты, как панчетта или черная итальянская капуста, немыслимы буквально на каждой нашей кухне. А посему обозначим лишь главные составляющие: фасоль, овощи, черствый хлеб, и приведем в пример рецепт самой-самой простой риболиты. Итальянский суп риболита. Если нет черствого хлеба, подсушить несколько ломтиков в духовке. Лук и морковь нарезать, спассеровать на оливковом масле, добавить перец и потушить до мягкости. В кастрюле с толстым дном обжарить на оливковом масле чеснок и сельдерей, добавить капусту, потушить минут 5, добавить фасоль в томатном соусе. Далее залить водой. Добавить лук с морковью, посолить, поперчить, разломать в суп сухой хлеб и тут же снять с огня. Дать остыть и убрать в холодильник. Ну а на следующий день разогреть и насладиться вкусом. Кстати, мы не случайно остановились именно на таком рецепте риболиты. Дело в том, что мы далеко не всегда умеем делать по-настоящему вкусные вещи, в том числе и супы, без участия какого-нибудь наваристого бульона, мясного или рыбного. А ведь и легкие, но сытные супчики тоже ой как нужны. Все на сегодня. Удачного вам дня, интересного вам дня и, конечно, приятного аппетита. С вами была Жанна Соловьева. До свидания.